Перед родителями извиняюсь, конечно. Он полностью признал вину, рассказывает, водительский стаж больше 40 лет. Водил грузовики, сейчас уже на пенсии. Официально не работает. Его попросили выйти в рейс всего на день. Уверяет, при повороте ребенка просто не видел. Никак не заметил. Там машины стоят, там фургоны стоят, вот с правой стороны. Мать стояла около «Волги». Отпустила, видать, ребенка. Я откуда вижу? Он маленький такой. Я вообще не заметил даже. Мертвая зона попала. Говорит, что машина качнулась, сперва не обратил внимания. Его остановили очевидцы, и только после этого понял, что задним колесом проехал по ребенку. Он, видать, об машину ударился и упал там. А я мертвой зоны, я даже не видел. Мужчину задержали сразу, возбудили уголовное дело. Преступление средней тяжести. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. В связи с этим следователь ходатайствовал о заключении Ильдара Саттарова под стражу на 2 месяца. Может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным образом воспрепятствовать предварительному следствию. Кроме того, может продолжить заниматься преступной деятельностью. Сам обвиняемый был против, говорит, препятствовать следствию не собирается, тем более вину признал полностью, а 2 месяца в СИЗО может и не выдержать. У меня давление до 250 поднимается. Защита подтвердила диагноз документально, представила документы, что живет он в одной и той же квартире больше 40 лет, сейчас с женой и младшим сыном, и просила назначить домашний арест. Он ранее не привлекался к уголовной ответственности, впервые привлекается, у него даже нет грубых административных нарушений, за этот момент он не попадал даже в дорожно-транспортных происшествий. Солидарно с защитой была и прокуратура. В избрании меры пресечения заключения под стражу отказать, а ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Сам Ильдар Саттаров говорит, чувства родителей погибшего ребенка прекрасно понимает. У самого 2 детей, правда взрослые. Одному 40, второму 33 и 2 внуков. Мальчику 13, девочке 4 года. Уверяет, рад был бы что-то сделать, но уже ничего не исправишь. С пострадавшими пока не связывался, но готов компенсировать моральные и материальные ущербы. Свою вину признаю, конечно. Ребенка родителям. Извиняюсь перед ними, конечно. В итоге суд, приняв во внимание мнение всех сторон, отправил Ильдара Саттарова под домашний арест на 2 месяца до 24 января следующего года. Вероника Гайнудинова, Наиль Абдуллин, вызов 112.